Опорный завод немецкой автомобильной группы Volkswagen в Урумчи, Восточный Туркестан, на котором Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека пришло к выводу, что преступления против человечности существуют, больше не будет производить, а будет только тестировать автомобили. Выяснилось, что с 2013 года, когда был основан завод Volkswagen в Урумчи, он производил около 50 тысяч автомобилей в год. Однако на этот раз решение прекратить производство и только тестировать автомобили было принято после того, как Ральф Бранстаттер, менеджер компании в Китае, посетил завод в Урумчи в прошлом месяце, и его заявления в СМИ вызвали решительные протесты правозащитных организаций. В статье, опубликованной 6 марта в одной из ведущих британских газет Financial Times, сообщалось, что нестабильность в отношениях с Китаем поставила уйгурский народ в затруднительное положение, что привело к неэффективным санкциям против Китая и провалу пустых соглашений. Как сообщает РФА, корреспондент газеты Financial Times Юань Ян опубликовал статью под названием «Нестабильные отношения с Китаем превратили Синьцзянь в грязь». Согласно статье, отмена плана президента уйгурского автономного района Азгура Туньяза посетить Лондон и Брюссель в прошлом месяце из-за сильного противодействия высветила более глубокую проблему европейского вмешательства в Синьцзянь. Китай уже давно переживает демографические изменения. Население страны сокращается впервые за 60 лет. Согласно новым данным, подавляющее большинство китайских женщин либо хотят иметь одного ребенка, либо вообще не хотят детей. Растущие расходы на воспитание детей являются основной причиной нежелания рожать для китайских женщин. Казахстанский университет имени Назарбаева разработал веб-сайт с поддержкой искусственного интеллекта, который может распознавать турецкие диалекты. На данный момент программа распознает 10 турецких диалектов, а также включает в себя английский и русский языки. Программу планируется развивать, добавляя в будущем больше диалектов и языков. Диалекты, определенные исследователями в системе, следующие: уйгурский турецкий, турецкий, азербайджанский турецкий, казахстанский турецкий, кыргызский турецкий, узбекский турецкий, башкирский турецкий, чувашский турецкий, саха-турецкий и татарстанский турецкий. В своем выступлении в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать России оружие для использования в войне, попросив при этом обеспечить вывод российских войск, используя свое влияние в Москве.